Друзья, делаю эту вставку для следующих 3 видео о том, как я возвращался в Якутию. Потому что предыдущее видео я не смог в итоге смонтировать в дороге, к сожалению. Все пошло не так, как я хотел, как я планировал немножко. Не успевал просто с монтажом, и в итоге вот закончил где-то на Йошкар-Оле. И дальше уже я понимаю, что сейчас меня ждет экспедиция в Арктику. Дай бог все сложится, и я уже не успею все смонтировать. По итогу я буду промежуточные те вот последовательные видео выкладывать и монтировать уже, наверное, осенью. Вот хотел об этом сказать, но не могу уехать в следующую экспедицию, хотя бы немножко поделившись возвращением на мою вторую родину, в Якутию, то есть этими чувствами, своими эмоциями. Поэтому вот и хочу сказать еще, что автопробег закончен, в принципе, хорошо, но мог бы закончиться гораздо лучше и пройти гораздо лучше. Вот насколько человек все-таки творческий, подвержен эмоциональным каким-то потрясениям. Вот у меня случилось событие, это было на Алтае, такого личного характера. Все хорошо, все живы-здоровы, родные, но вот оно меня очень подкосило эмоционально. И в результате я не смог монтажом заниматься, потому что это все-таки творчество, да, это реализация творческого своего какого-то потенциала. Не смог нормально снимать, вернее, я снимал как мог, но вот чувствую, что мог бы лучше. К сожалению, это все так, но руки не опускаем. Я в любом случае, это только начало. Планета Дружбы Народов проект продолжается, и он будет жить дальше. Я что-нибудь придумаю, буду думать, я теперь всего себя буду ему посвящать. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, спасибо за вашу поддержку. Я вот почему вот это сейчас говорю, потому что чувствую ответственность. Благодаря в том числе и вашей помощи я добрался, я его реализовал, вот эту первую часть, автопробег Дружбы Народов. И хочу сказать, что я потратил все ресурсы, что у меня были, чтобы его реализовать. Я приехал в Якутию, у меня 4000 в кармане и все. Но меня это не пугает. Разберемся, что-нибудь придумаем, все будет хорошо. Я уверен, главная цель, главная мечта — вперед к ее реализации. А пока, дорога в Якутию. Вчера ночью вот вспомнил про одно местечко. Мы тут с другом Саней Кондаковым. Саня, здорово. С его женой Света, с детьми отдыхали как-то. И вот я ехал, этот поворот увидел. Потом я съездил в Бестях, потом вернулся вот на это место. Оно недалеко от Бестяха, километров 40. Поезда тут ходят, тут речка. Такая она меленькая уже. То есть раньше было вот все равно вот так вот, все в ширину. Сейчас пересохло. Но покупаться. Комары замучили, просто вот эти вот мелкие, они прям жуть. Зажрали, я вчера в машине, там пока двери открывал, они все поналетели. И там я час, наверное, их убивал, там, чтобы нормально спать лечь. И сейчас надо побыстрее обсохнуть и одеться, потому что будут кушать. Кстати, всю ночь дождь поливал. И, в принципе, это хорошо, потому что тут пожары были. Город опять в дыму, мне фотки скидывали, когда я ехал. А сейчас вроде как нормально. И вот он прям всю ночь лил, так хорошенечко. И вот комары просто звери какие-то. Они так больно кусали. Я вчера приехал. Вообще прям это... Отвык я от этого, если честно. И, кстати, вот результат дальней дороги. У меня тут все в жуках. Тоже так. Жалко, конечно, стрекозы. 3 штуки, целых 4. Вон сколько их, 5. Бедняги. И вот, кстати, мы еще с Колей ехали. Не заметили даже, как прилетел камень. Вот я эту штуку думал вешать, не вешать, мухобойку. Но потом все-таки решил повесить. Она стоила 3000 или 4, что-то не помню. И вот потом смотрим, кусок отломанный, такие тынь-тынь-тынь, блин, коцки. То есть он пролетел. Спас, получается, возможно, стекло. Фу, вырвался я из этой комарятни. Все, вперед в Якутск. Город ждет. Здравствуй, Лена. Здравствуй, Якутск. Вижу вот тебя на той стороне. Всем привет. Я возвращаюсь. Как же я соскучился по этому виду. Всегда, когда с Нижнего Бестяха вот так едешь на паромную переправу, открываются такие просторы. Лошадки якутские. Привет вам. Что же сюда пришли-то? Тоже травки нет. Вот так вот идет погрузка. Фуры выстраивают так, чтобы вот все поместились. Сейчас там зажмут нас внутри. Я люблю так с края вставать, чтобы было видно воду. Вот, все, зажали меня.
С ребятами вот проходил, узнали, смотрели ролики. Очень приятно, парни, встретили. Всем привет. Добро пожаловать. Наконец возвращаюсь домой, да? А как вас зовут? Меня зовут Николай. Нюргун. Нюргун, о, класс. Эркин. Очень приятно. Ну вот, вместе плывем на пароме. Немножко поболтали. Это получается 2 месяца. Расстояние какое? Ну, 15 тысяч я проехал. У меня получилось, да. 2 месяца. Туда-сюда, отворачивая везде. По линии соскучился, конечно. 800 рублей уже. За только машину. Плюс, если были пассажиры, еще там сколько-то за пассажиров. Ну, вперед! Еду без навигатора. Мне кажется, я все помню, как куда ехать. И знаете что? Первым делом я куда еду? Я еду платить за коммунальные платежи. У меня там долг накопился. Где-то полгода я не платил. Ничем не пользовался. И в итоге какая ситуация? У меня неприятная сейчас ожидает. Я в том году выключил холодильник. И случайно. И через 2 месяца приехал, там такое, ну, жесть была, все стухло, мясо, рыба там в морозилке. И в итоге я выкинул холодильник, купил новый, не смог отмыть. И сейчас мне позвонили, сказали, что у меня та же самая ситуация. Меня управляющая компания отключила электричество за то, что я долго не платил. И дома у меня сейчас вонище, все стухло. И вот это я знаю уже неделю назад, мне об этом сказали, ну, лет не 5-6 назад. Я вот сейчас вот, как бы я не был вдохновлен возвращением, вот меня ожидает дома сейчас веселье жуткое. Так что вот, сначала оплачу, чтобы мне включили электричество, а потом по друзьям. На въезде меня встречают радостные изменения для автолюбителей, автомобилистов. Сделали вот в 14 февраля, сказали вот девушка мне, что сделают прям магазин, туалет очень качественный, прям вот, ну, очень комфортно, круто. Раньше этого всего не было, вот еще при мне. А сейчас вот это очень приятно. На самом деле, когда видишь, что что-то развивается у нас в стране, очень хочется, чтобы все развивалось. Поэтому для меня это прям бальзам на душу, скажем так. Правда, стоимость здесь 58 рублей. 95-й обошелся мне. Когда я из Питера выезжал, там было еще по 51, 50. Ну, здесь всегда было дороже, понятное дело. Но дорога здесь, конечно, как и была, разбитая. Причала тут вечная мерзлота. Площадь Победы. Но мне сейчас надо торопиться по делам. Потом погуляю. Джилустан, дружище мой. Подожди, сейчас я хотел без камеры тебя обнять. Мой очень близкий дружище Джилустан, вот первый, с кем я встретился в Якутске. Красавчик. Очень рад видеть, очень рад видеть. Что, пойдем покушаем? Пойдем. Он на сенокосе, приехал с сенокоса. Встретить Эркина. Да, и обратно. Да. Вот Джилл с друзьями познакомил своими. Анатолий Яковлев, руководитель Айрис Студия, звукозаписи, и его помощник Петр Соловьев. Очень приятно. И вы будете выступать, да, сегодня? Нет, мы организация. А, вы именно организуете, понял, это мероприятие. Концерт сегодня организует. Ладно, давайте покушаем. Приятный аппетит. Джилл меня угостил вот вкусным пловом. Решил заехать к парням в автосервис. Мишаня и Валера. Не знаю, на месте, не на месте, я им не звоню. Мишаня, короче, встретились. Вот все трудится. Да, конечно. У нее еще работы Постоянно. еще больше. Вот я до этого приезжал, вот еще не столько машин было. Да, они дом еще не видели новый. А, кстати, да, мы же в гараже, и здесь-то я не снимал. Это Вот. же новый объект, и получается здесь опять расширяемся. Все перевезли, вон, как видишь, гаражи наши местные. А, так гаражи вы сюда поставили, Все смотрю, перевезли. гаражи, да. Я облел вместо Кроуна, теперь у меня Subaru. Вот, Subaru, кстати. А вы эти подъемники-то поставили же, да? Да, Там один стоят? поставили. Ну-ка. Один есть. Ну, у нас бардак сейчас опять. Да, это же рабочий бардак. Это вечный бардак. Вон, Ну. там куча двигателей, все это фигня. Я помню, ты же приберешься, и через пару дней уже там все. Ну, тут такая же фигня. Да, уже там мы туда полетим, где закончили, а оттуда типа
стартанем. Это Валера. Привет. Помнит. Вот зашел в гости. Он решил меня поснимать. Да. Так, ну это мы рассказывать не будем, да, значит, на камеру? Да, Ну ладно, да. Короче, он секретная информация. Ну, встречаю всех ребят, Так-то это интересно. по ком соскучился. Ну, интересно, да. Есть некоторые вещи, которые рассказывают только в узком кругу. Профессиональный Мишанин взгляд на машину. Я пошел работать. Ну, посмотри, ты повнимательней. Давай нальем, ага. Сейчас приду. Фу, блин. Какая жесть. Шмон стоит. Вот оно все потекло еще. Вау, это все. Ё-моё. Просто жесть. Вот такой вот приезд у меня. В целом все кайфово, но вот это вот момент, я к нему готовился целую неделю. Блин. Ужас, просто ужас. Это просто ад какой-то. Сейчас, на удивление, более-менее. Я вот сейчас, ну, все вытащил, вынес на улицу, там мусорку, вот соды засыпал, как смог. Все, сейчас надо поехать что-то домой, ну, что-нибудь помялюк взять, еще соды. И вот пока окно открыл, столько мух налетело, ё-моё. Придется же вот, чует же запах вонючий. И вот ящики тоже все эти. Ужас. Я, короче, это несколько часов, это запах. Но все нормально. Это тоже опыт интересный и будет что рассказать. Я с этим справлюсь. Уже в ближайшем будущем я уже даже не вспомню, что эта проблема была. Но буду с радостью, с удовольствием этот прикол всем рассказывать. Вот так. Ну что, второй день. Я в Якутске с ребятами встретился, альпинистами. Ездили в Уснеру в 2019 году толпой. Вот ходим по таким вот необычным местам. Еще можно туда. Ух ты! Вот у нас проводник, Санек. Ну. А там что ты не сказал фонарики взять? Вот я бы это. Второй день у меня холодильник и уборка квартиры, просто мне даже не до съемок было, ни сил, ни желания участвовать. Время 10 вечера, мы так выбрались встретиться. Ну, Лен, давай. Мы же альпинисты, скалолазы. Давай, чук-пук, Лен вообще профи. Ну-ка, посветите мне, что здесь такое. Ничего не видно. Давайте какую-нибудь песню, правда. Раз-раз. Ты типа тут правила соблюдаешь, не лезть, пока первый не слез, да? Чтобы камушек какой-нибудь. Перила свободны. Перила свободны. Женя, почему команду не слышно? Вот. Валера, встретились с ним в баньке. Передаю всем привет. Надо же обязательно по приезду в баньку на Жарницкого сходить. Слушай, такие тут изменения интересные. Модернизация бани, это дядя Баня называется. Я раньше ходил, то есть, ну, при мне немножко расширилось, а тут сделали нижний этаж. Соляная здравница. Прикольно, как по песку. Можно поваляться, подышать солью. И есть еще такой вот домик. И на улице целая территория. Бассейны тут 3 штуки, детские и 2 взрослых. Вообще прикольно. Вот это детский бассейн, тут взрослым запрещено купаться. А там вот 2 взрослых. Справа и слева. Прикольно. На улице 26 градусов. Оделись мы потеплее. Надо еще любому туристу, который приехал в Якутск,
надо посетить царство вечной мерзлоты. Особенно в летний период. Минус 5, наверное, где-нибудь так. Можно монетки прилепить. На удачу, на счастье. И тут такое пекло. Камера аж запотела. Можно еще на сопку на эту подняться. Я сейчас с ребятами хожу там, где я за 3 года жизни в Якутске еще ни разу не был. Вот колесо обозрения. Ну, в царство вечной мерзлоты я ходил зимой, летом ни разу не был. И сейчас вот первый раз я на колесе обозрения, короче. — 31 июля, наслаждаясь теплыми деньками перед Арктикой, уже буквально 5 августа для меня лето закончится. Но здесь для жителей Якутии 30 градусов жара, народ кайфует, купается, отдыхает, загорает, очень тепло. В Якутске оказалась самая жаркая погода из всех мест, которые я посетил с Питера по дороге сюда. Дома прям жарища такая стоит, спишь, прям мокнешь, потеешь, прям. Некоторые ходят: о, жарко, как ужас, невозможно. Ждали же этого, всю зиму ждали таких теплых дней, так что надо наслаждаться. Потому что, говорю, вот как вот сейчас будет контраст в Арктику, уедешь туда, там уже будет совсем другая погода, уже куртки, шапки придется одевать, особенно на море. Так, друзья, еще меня в Якутии ждали подарки. Коля сохранил для меня еще с зимы свежемороженого чиро. Так как он знает, что я очень люблю строганину, что я по ней буду скучать, а нормальная строганина будет ждать меня только зимой. И вот сейчас, летом, 30-го, уже 1 августа, я поем строганинки. Так как у меня нет холодильника, я приехал к друзьям. У них сейчас немножко построгаю, поем и спрячу в морозилку, чтобы еще потом поесть, обмотав вот этой пленкой. Коле большое спасибо, что подарок меня дождался. Очень приятно. Он мне еще в дороге про него рассказывал. Что же делать меня? Единственное, что что-то он еще сильно заморожен. Хотя я его катаю до вечера, вот часа 3 уже. Я уже позабывал все. Чтобы не выдумать колесо, можно просто вот любым способом, для тех, кто не умеет, просто поснимать шкуру. Хотя при этом снимается немножко мяса, но говорю, что нужно, чтобы он еще подтаял. Что я делаю? Надо же обрезать пузико сначала. Вот, говорю же, память подводит. Устроил тут ребятам небольшой срач на столе. Вот и все. Достаем из морозилки тарелку. Уже, да, уже хорошо подтаял. О, как же я скучал-то по этому. Макадина, соль, перец. Оп, много. Ладно, нормально. Вы не представляете, как я по этому скучал. Я же уехал в августе. Не зимовал здесь. Соответственно, не ел строганину уже года 1,5. Вот это кайф. Приятного аппетита. Скоро зима. Скоро это можно будет кушать чаще. Жду с нетерпением. Ну все, я очень доволен, все слопал. И вот забыл сказать, что вот этот мастурбал подарил мне Саня Кондаков, мой дружище. Санек, спасибо. Вот наконец-то я его испытал, опробовал. Крутая штука. Кто-то называет его балтурмас и говорят, что мастурбал неправильно. Не очень красивое слово, но вроде как я поизучал, что изначально
тот, кто придумал это устройство, все-таки назвал его Мастурбал. Или Мастербал, что это такое. Ну и напоследок, друзья, я хочу вам подарить подарок. Сейчас мы идем на Кирова 18, мою бывшую работу. Это озеро Талое. Кто следил за моими старыми видео, помнит, что много раз я, идя на работу, либо идя с работы, либо на обеде, записывал здесь какие-то речевки, что-то рассказывал. Такая ностальгия зимой и летом. Здесь все облагородили с того времени. Так здорово сделали. Давайте зайдем еще к моим друзьям, бывшим коллегам в гости. Центральное агентство недвижимости, где я проработал больше 2 лет. Ребята стали мне действительно друзьями. И я искренне рекомендую вам, потому что я знаю, насколько они хорошо и качественно выполняют свою работу. Иначе они не были бы моими друзьями после того, как я уже уволился. Потому что ребята честные и искренние, и молодцы, они знают свое дело. И также мои коллеги, которые занимаются направлением Питер и Москва, работают и помогают многим людям переехать в Питер либо в Москву, подобрать жилье очень подходящее конкретно им, в их ситуации, сыну, либо бабушке, либо сами переехать с семьей. Ну и также вот сейчас мы зайдем в гости как раз к ребятам, которые занимаются якутским жильем, якутской недвижимостью. И там вас ждет подарочек. На первом этаже здесь в бизнес-центре ребята работают по Питер-Москве, а на третьем вот Санечек, здорово, здорово, друг. У нас пока клиенты. Сейчас попозже. Саня на рабочее место. У нас человек серьезный, директор генеральный. Помимо того, что мой дружище, еще и вот мы с ним так и познакомились. Сразу принял меня в команду. Я помню, как ты меня сразу встретил, повел со всеми знакомить. Это было прям очень приятно. Сразу почувствовал себя как в кругу друзей. На самом деле, вот благодаря ему, на самом деле, да, это один из моих первых друзей в Якутии. Так что, Санек, тебе отдельно за это спасибо. Хочу сказать, что если бы не ребята, если бы не Центральное агентство недвижимости, то я бы не приехал бы в Якутию вообще. Ничего бы всего вот этого не было. Так что вам спасибо отдельное. И спасибо. Не было блога, не было бы Эркина питерского, да? Ничего бы не было. Так что, Санек, вам реально кстати, вот спасибо. тут, по-моему, сидели же. Какое имя выбрать, да? Ну да, я устраивал конкурс в этом кабинете. Ну, я уже определился с Эркином, но еще была некоторая неуверенность. Так что, Санек, приглашаешь в гости? Я вот очень рекомендую ребят, профессионалов, кому нужна недвижимость, и по Питеру, Москве это на первом этаже, а если по Якутску, то вот ребята с удовольствием помогут. Ну, да. Укажу их контакты в описании к видео. Ну и, в принципе, 2GIS легко находит. Центральное агентство недвижимости. Ну, логотип, наверное, кому-то знакомый, да? Ну а сейчас наш подарок вам. Что, поем? Sırdavat kallan Üydünde kühen sulusları Savarı bilidin Elde durup uçacak Kadın kola koyu tabi Savarı uygulda Cerehi kadın kolaşan Örütü sirgesildi kırasın sıcaydı Soğuk bolun imbalan Soğuk bolun imbalan Вот это мой друг, крутой. Да, нормально спел? Супер, все, на сегодня хватит. Давайте, всем пока, до новых следующих встреч.